Ровно четверть века на территории России существовало исламское государство с армией, администрацией, судами, налогами и наградами имамат Шамиля. По степени радикализма его можно сравнить только с режимом Махди в Судане, Афганистаном при талибах. Имамат был глубоко идеологизированным обществом. Вся жизнь в нем основывалась на мюридизме, религиозном течении, возникшем в Дагестане в 20-х годах XIX века. Мюрид – человек, ищущий духовного совершенства и рая после кончины. Главными условиями достижения того и другого, согласно учению, являлись неуклонное следование шариату и личное участие в газавате. Лучше всего смерть в бою с неверными. Рай под сенью сабель, любил повторять Шамиль. Участник и историк Кавказской войны генерал Ростислав Фадеев указывал, что до появления русских горцы религиозностью не отличались и считал мюридизм реакцией на национальное унижение со стороны России. Вся энергия старинного мусульманства, давно покинувшая расслабленный азиатский мир, сосредоточилась в горах Кавказа, писал он. В горах Кавказа древнее мусульманское учение получило новую жизнь. Мюридизм требовал отказа от посторонних интересов и желаний, слепого повиновения духовным наставникам и готовности, не раздумывая, жертвовать имуществом, близким и собственной жизнью. Фадеев говорил о его всезаменяющем и всеполагающем характере. В учении была еще одна сторона, импонировавшая мусульманской бедноте, оно не признавало наследственных привилегий и придавало мало значения богатству. Возвысить человека над другими могли только личные заслуги в бою или толкование Корана. У мюридизма было три основоположника: создатель и проповедник шейх Мухаммед Ярыгинский, Гази Магомед, поднявший восстание в Дагестане и заколотый русскими штыками в бою у родового селения Гимры, и его друг детства и приемник Шамиль. Начав изучать Коран с 6 лет, Шамиль одновременно стал искусным стрелком, наездником и фехтовальщиком. Из сражения 17 октября 1832 года, в котором погиб Гази Магомед, он вышел живым. Под одним сведением, лично зарубив нескольких солдат и прорвавших через наступающие цепи, по другим притворившимся мертвым и пролежав так до темноты. В 1834 году его провозгласил имамом Дагестана и Чечни, то есть непререкаемым духовным авторитетом. Он сосредоточил в своих руках абсолютную власть. Шамиль камня на камне не оставил от традиционного горского уклада. На смену старинному местному праву адатам прошло шариатское правосудие. Вместо ханов, беков и тейповых старейшин элитно сделались назначенные ими наибы, советники, наместники и командиры боевых отрядов. Он заживо сжег в собственных домах 33 дагестанских бека, а последнего из аварских ханов, 11-летнего Булач-хана, приказал бросить в горный поток. Шамиль ввел смертную казнь за употребление спиртного, запретил курение, музыку и танцы. С помощью своего главного военного советника, египтянина Гаджи Юсуфа, он создал хорошо обученное и дисциплинированное войско, противопоставившее численному превосходству и огневой мощи русских корпусов партизанскую тактику. Мастер Джебраиль Унцукульский наладил производство оружия, включая литье пушек. В 1837 году Николай I приехал на Кавказ и потребовал от генералов активизировать боевые действия. В начале XIX века русские активизировали боевые действия на Кавказе. Через 2 года русская армия после трехмесячной осады взяла штурмом столицу имамата, дагестанский аул Ахульга. Чтобы сохранить личную свободу, Шамиль поклялся на Коране не сражаться больше против России и отправил в Петербург в качестве заложника своего сына Джамалуддина. Уже через месяц имам возобновил войну, заявив, что шариат не требует держать слово, данное неверным. Джамалуддин провел в России 16 лет. Боевые действия переместились в Чечню, а ставка Шамиля введено. Пиком могущества исламского государства стал 1845 год, когда Шамиль наголову разгромил экспедицию князя Михаила Воронцова, планировавшего одним походом покорить Чечню. По словам очевидца, кто не имел осла, приобрел несколько лошадей, кто и палку в руках не держал, добыл хорошее оружие. Заложника Джамалуддина в России не держали в заточении. Он окончил Пажеский корпус, стал гвардейским офицером и собирался жениться на русской девушке, но в 1855 году вернулся на родину, чтобы убедить отца остановить войну. Встреча состоялась при большом стечении народа. Отец первым делом приказал сыну снять русский мундир и переоблачиться в горскую одежду, и наибы стали живым кольцом, чтобы закрыть от толпы наготу молодого человека. Шамиль, выслушав сына внимательно, но остался при своем мнении. Через 2 года Джамалуддин заболел чахоткой.
находка. Первый раз в жизни имам изменил принципам и обратился к неверным с просьбой прислать врача, но и тот не помог. Другой сын Шамиля, названный в честь друга и учителя Гази Магомеда, вырос настоящим воином. В 1854 году он возглавил набег на цветущую Алазанскую долину в Кахете, во время которого город захватили заложники 894 человека. Часть из них погибла в горах, других превратили в домашних рабов. За женщин и детей из богатых семей грузины заплатили такой выкуп, что Грузия на какое-то время осталась без серебряной монеты, а в государстве Шамиля она обесценилась. В 50-х годах звезда Шамиля стала склониться к закату. Его подданным надоела бесконечная война, запреты и призывы к самопожертвованию. Мы собрали шамилевский шариат в бурдюк и завязали его горло, написали забуканские черкесы. Шамиль сделал Хаджи Мурата наместником Дагестана имама, и его наибов стали обвинять в стяжательстве и двойной морали. Особенно возмутило свободолюбивых горцев то, что Шамиль объявил Гази Магомедом своим наследником, ведь согласно учению мюридизма единственным источником власти являлся духовный авторитет, который по наследству не переходит. По единству горцев сильно ударила ссора Шамиля с самым авторитетным сподвижником, известным по одноименной повести Льва Толстого Хаджи Муратом. Имам сделал его наибом древней столицы Аварии, Кунзаса, а фактически наместником Дагестана. Хаджи Мурат перешел на сторону русских, потом передумал и пытался бежать, но был застрелен. Тем временем российское командование сменило тактику. Началось планомерное заселение предгорий казаками и вытеснение повстанцев в бесплодные ущелья. На отвоеванных территориях строились удобные и хорошо охраняемые дороги, росли многолюдные станицы, становившие центрами торговли и вообще цивилизованной жизнью, притягательной, по крайней мере, для части местного населения. Выросло поколение командиров, умевших воевать на Кавказе, таких как генерал Аргутинский Долгорукий, чей поход был через Кавказский хребет, сравнивали с переходом Суворова через Альпы. Самым свирепым псам местным пастухи до сих пор дают кличку Аргут. Сыграло свою роль и то, что имамат всегда оставался анклавом внутри Российской империи и не получал существенной помощи ни от Турции, ни из Европы. Весной 1859 года русские войска заняли Ведено. Шамиль с 400 мюридами укрылся в горном дагестанском ауле Гуниб. По пути дагестанские горцы разграбили обоз бывшего вождя. Как вспоминал начальник его контрразведки Гаджи Али, у имама не осталось ничего, кроме оружия, которое было у него в руках, и лошади, на которой он сидел. Шамиль превратил Гуниб в крепость, камни таскали даже его жены и невестки. Аул Гуниб Шамиль превратил в свою крепость 26 августа, после того, как осаждавшие поднялись по крутым склонам и взяли аул в кольцо. Опытный переговорщик, полковник Лазарев, убедил имама сдаться на честное слово. Шамиль не верил русским и приказал мюридам застрелить его в случае попытки ареста. Но войско выстрелили вышедшие из аула врагов трикратным «Ура!». Сразу после пленения Шамиля главнокомандующий князь Боретинский от имени императора объявил чеченскому народу полное прощение за пролитую кровь и все убытки. Российские потери в Кавказской войне составили около 500 000 человек. В Чечне же, по неофициальным данным, погибло почти треть всего населения. Из 1,5 миллиона населения осталось порядка 400 000. Шамилю дали попрощаться с его людьми, потом был длинный путь в Петербург. Шамиль подозревал, что его везут в Сибирь, и всю дорогу сверялся с компасом. Император удостоил Шамиля аудиенции и назначил пенсию. В его владениях была даже маленькая мечеть. Гази Магомед остался с отцом. Третий сын имама Магомед Шайхи был зачислен офицером личного императорского конвоя. В 1864 году, когда российские войска подавили последние очаги сопротивления в Черкесии и Адыгее, поставив окончательную точку в Кавказской войне, Шамиль отправил Боретинскому поздравительное письмо, а еще через 2 года в зале Калужского дворянского собрания вместе с сыном присягнул на верность русскому царю. В 1870 году правительство разрешило 73-летнему старику совершить хаджу Мекку. Поклонившись святым местам, Шамиль заболел. По некоторым сведениям, сильно ушибся, упав со спины споткнувшегося верблюдом. Скончался и в марте 1871 года был похоронен в Медине. Гази Магомед не вернулся в Россию. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов он нарушил данную вместе с отцом присягу и воевал на стороне Турции, дослужившись до генерала.